Казахи, всем привет. Короче, у меня сосед есть казах один. Как, он южнокореец, но у него супруга казашка. Она здесь за него замуж вышла. Они прям, с моей женой дружат. Прям вообще семья офигенная, ржачная. Он бандюган, там вся фигня. Короче, весь такой четкий, татуированный. Жизнь его не буду рассказывать. Сам момент. Он ездил в Казахстан с ней. И смотрите, казахи, вот, да не только казахи, это ко всем нашим центральноазиатским относится. Насколько мы вот другие, да, и от чего тяжело здесь в Корее. Вот сейчас мы с ним общались, сидели, да, около 2, наверное, часов. С ним будет большое интервью. Мы сейчас договорились, я говорю, слушай, а тебе надо рассказать, потому что он, не прекращая, трещит о Казахстане, без остановки, про еду, про людей. И самое главное, что он говорит, когда я приехал в Казахстан, говорит, я, говорит, там вигук, то есть иностранец. Как здесь, говорит, вы иностранцы, говорит, я там как иностранец. И, говорит, меня приняли. Вот этот ключевой момент его, он говорит, все, говорит, были с открытыми сердцами для меня. Все, говорит, обнимаются, брат, не брат, там, говорит, все накормят. В чужой дом, говорит, заходишь, тебя, говорит, заводят в чужой дом, говорит, садят, покушать. Здесь этого нет в Корее. И там он совсем изменился. Более того, он настолько поглотился Казахстаном, да, это вот южнокореец, и в итоге он принимает ислам. Друзья, YouTube отключил нам монетизацию, посчитав наш контент неугодным. Поэтому дальше будем двигаться исключительно с помощью вашей поддержки. Как вы можете нас поддержать? Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как AliExpress, Amazon и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ. Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. У него дома есть вот эта вот курпа, на которой он намаз читает, и все, он это делает. То есть бандюган корейский приехал в Казахстан и настолько проникся этой культурой казахской, что он просто в шоке был. Он, кстати, здесь тоже на русскоязычные районы ездит и говорит, как вы это кушаете? Говорит, как это можно кушать? Говорит, вы ели, говорит, настоящее, говорит, в Казахстане? Вот так вот он говорит. То есть здесь шашлыки готовят, здесь плов есть, здесь есть самса. Но для него это не еда, потому что он знает, как выглядит настоящая еда. Они там ходили в ресторан, по-моему, в Алматы он находится, где классические исторические блюда казахские. Он их все мне показывает, фотографии, как он их хавал. Я говорю, слушай, я это не кушал. Он говорит, а я кушал. Короче, мужик просто под впечатлением. Они давно уже там были, вот сейчас опять едут, там родители, паникуют, что типа вези сюда зятька нашего. Там тоже его все полюбили, да, но он там открылся настолько, он говорит, я хочу приехать в Корею и, говорит, всем рассказать, как можно жить, не закрываясь, да, вот. Как могут жить люди совсем по-другому. И он это увидел именно в Казахстане. Будет с ним интервью, я точно не скажу когда. Мы соседи, да? Вы знаете, как я работаю с этим делом. Затяну опять, мама, не говорю. Но я буду стараться, потому что каждый день мы с ними видимся по несколько раз. Потому что он сидит здесь постоянно. Мы его называем Дон Корлеон. Его имя Дон, Ли Дон. И мы его Дон Корлеон называем, потому что он здесь сидит на районе и со всеми общается, всегда всем рассказывает про Казахстан. Он даже напоил наш весь дом один день, вытащил коньяк этот казахский и напоил здесь. Короче, ждите.